Селям алейкум, сағылы телесерділер. Эфирде «Истина» программасы студияда мен Фатиме Яева чалышам. Бүгінгі яйнымыздың мевзусы Қырым татар медениетінің ғайрыдан тіклімінде урф әдетлерінің ролі. Шу жүмледен студиямыздың мұсафыры медениет шанслық намзеті Физия Кубов адына Қырым Үндесі педагогика университетінің ичтимаи гуманитар фенлер кафедрасының доценті Витана Ханым Вейсова біздің сөбетімізге бөрін. Светлана Инверовна, селям алейкум, хош келдіңіз студиямызға. Алейкум селям. Сіз Қырым татар медениетінің вазиеті или бағылы олған бір сыра тетхатларыны кечерезіз, оларға көре Қырым татар медениеті алазырда кереклі кібі инкишаф ете деп айтмақ мүмкін мі? По поводу ситуации вот на сегодняшний день, связанной с культурой крымско-татарского этноса, однозначного ответа не будет. Много мнений по этому поводу. Да, есть такая точка зрения, что мы переживаем некий застой в развитии культуры. Но, по моему мнению, все-таки это не совсем объективно, потому что народ живет, и развитие, безусловно, есть. Да, они, может быть, перешли несколько в другой формат, может быть, испытывают какие-то определенные трудности и противоречия, но потихоньку мы все-таки их преодолеваем, и развитие идет. Постепенное, поступательное возрождение есть. Медениетімізді жанландырмақ үшін нелер yapmak керек bu ақтады. Бүгін мұтлақалла ферсетедеміз. Шымды есе сізін 20 асырының сонында, 21 асырының башында халқымыздың аятында олып кечкен медени тедбірлеріні оғленген бір лиха ақында лаф етмек істейміз. Оның нәтижелері ақында не айта білесіңіз, яғни шу меселе бойынша? Сағыңыз. Контент-анализ развития крымско-татарской культуры на сегодняшний день позволяет показать, что на самом деле таких значимых ключевых событий вот в культуре этноса было достаточно очень много. И если рассматривать это, да, вот в ключе того, что вы обозначили, начиная с конца 20 века, да, и по сегодняшний день, я думаю, что стоит начинать именно с того момента, когда шло массовое возвращение крымско-татарского народа на родину. Ключевым важным моментом начинается вот позиция такая со знаком минус, как я отметила, это вот сообщение ТАСС, да, 1987 года, которое задело повторно национальное чувство и достоинство старшего поколения и уже подтолкнула к более решительным действиям молодежь. И началось это вот с акций, которые происходили в Москве на Красной площади. Ну и да, потом это все-таки самоорганизация такая мощная, потому что рассчитывать было не на кого. Никто не брал на себя ответственность за то, что вот народ возвращается и как он здесь будет обустраиваться. Те планы, которые предлагались поэтапного возвращения, конечно, они народ не устраивали и понимали, что это затянется на более длительный период. И более того, это все еще осложнилось экономическими моментами очень серьезными, которые вот как раз происходили вот в 90-х годах, да, и политическими, социально-экономическими позициями. Но тем не менее народ нашел в себе силы, да, ресурсы вернуться. Какой ценой — это уже отдельная тема, да, а потом вот дальше именно на исторической родине, да, возрождение. И это прежде всего, я бы хотела отметить первую научную конференцию крымско-татарских ученых, которую, в общем-то, организовал Физия Кубович. Да, он был один из организаторов этого мероприятия, и сам он еще был не в Крыму, а за пределами Крыма, и тем не менее вот здесь вот такую активность проявил и собрал весь, можно сказать, ученый мир крымско-татарский. И это было грандиозное событие. Вот с того момента, да, уже закладывались основы дальнейшего развития. Это и создание самого университета Крымского инженерно-педагогического, это открытие крымско-татарского театра, это
открытие музея крымско-татарского искусства. И на дальнейших этапах, то есть мы должны понимать, что это же не сразу организовывалось, не сразу появился тот же театр, музей, да, то есть основы были там крымско-татарский театр, студия на базе русского драматического театра, это и телевидение, вот то, что мы сегодня, собственно говоря, имеем. Жемиетнің маневи дегірліклеріне нелер кіреве халқымыздың маневи жанландармасы неден ибареттір? В целом, духовные ценности, да, такие базисные ценности человечества, это вот то, что нас всех объединяет, всех таких разных по, там, скажем, разных по расовому происхождению, да, по этническому, по конфессиональной принадлежности. Всех нас таких разных могут объединять вот эти базисные такие духовные ценности, и они неизменны на самом деле на протяжении достаточно длительного исторического периода. Это прежде всего ценность жизни, да, как таковой, во всех ее формах и проявлениях. Это ценность свободы, да, это очень важный момент такой, ценность семьи. Да, и помимо этого хотелось бы еще отметить, что это еще и ценность вот взаимоотношений людей, то есть это дружба, это любовь, это вот то, что является двигателем вот во всех, да, смыслах. И вот я всегда подчеркиваю этот момент, да, что вот именно любовь вот двигает во все периоды жизни человека. И конечно, это касается вот исторических отдельных каких-то периодов. Дело в том, что вот когда сегодня очень часто говорят о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, меня удивляет, когда там акценты делают на ненависти врага. Да, то есть настолько ненавидели и самого врага этого, да, то есть что победа, которую вот одержал советский народ, да, над этой идеологией, что она заключалась именно в том, что ненавидели так вот врага и так вот яростно боролись. На самом деле все-таки ключевым моментом здесь была именно любовь. Люди готовы были жертвовать своей жизнью ради того, что они любили. Да, это, опять же, семья, это родные, это близкие, это земля, которую они защищали. И да, цена была достаточно очень великой. Но опять же, это была любовь к тому, что защищали. Ну, это вот такие базисные ценности. А если вот мы говорим о крымско-татарских ценностях, крымско-татарской культуре ценностях, то это, конечно же, тоже ценность жизни человека, и это семья. А семья в традиционном ее представлении, да, сохранение ее, сохранение, соответственно, все, что с этим связано, это традиции, обычаев. И сегодня мы видим, что, в общем-то, народ тянется к этому, к тому, чтобы изучать все, что связано с традиционной культурой, и возрождают это. Тоже очень похвально. И, естественно, любовь. Любовь к языку, любовь к тем, чем мы занимаемся. То есть в любой сфере, в любых формах и проявлениях этого чувства. Қырым-татар медениетінің ғайрадан тікленмесіні білгілеген факторлар насыл ве миллетіміздің іштимай демографик вазиетінің ролю неде шу факторлар арасында? Ну, на первый план действительно можно выделить именно демографический фактор. Да? Нам очень важно, чтобы вот был естественный прирост населения, чтобы рождаемость превышала смертность. И да, действительно, у нас поэтому везде идет, да, такой вот как бы лозунг «дёрт без в тарачах». И это действительно правильно. Ну и помимо этого, конечно же, другие факторы тоже играют роль. Это состояние общественной системы, то есть все, что касается социально-политических моментов в обществе, это все, что касается в целом духовной культуры всего сообщества крымского. Да? То есть это тоже факторы, которые влияют на развитие крымско-татарской культуры в том числе. То, как это сообщество готово тоже принимать
ну, как мы, соответственно, его принимаем. И здесь очень важно еще, помимо этих факторов, перечислить вот момент, связанный с самосознанием этноса. Да, то есть сохранить вот это самосознание, самоназвание. И вот в данном случае это очень актуально, да, там в преддвериях переписи населения, чтобы народ осознавал и понимал, что вот понятие самоназвания, да, оно есть, да, мы называем себя кырымлы, но в мировом сообществе везде нас знают как крымских татар. И вот при переписи населения очень важно, чтобы мы себя правильно идентифицировали как крымские татары, как единое целое сообщество, чтобы там не делились на субэтнические группы. Я знаю, что есть сейчас такие тенденции, когда там кто-то говорит, я там ногай, я там там, или кто-то говорит, я кырымлы, и буду писать, что я кырымлы. Само название, опять же говорю, что это хороший момент, важный момент в определении этноса, но и то, как его называют со стороны, тоже играет немаловажную роль. Поэтому вот, чтобы сохранить целостность, надо правильно себя идентифицировать. В конце концов, и другие культуры, другие народы, мы прекрасно знаем, что у них есть само название и то, как их определяют вот со стороны. Греки себя никогда греками не называли, ну, я имею в виду в древности, эллинами. Другие народы, немцы себя тоже не называли, ну, никогда немцами, да, там, дойч, там, и таких примеров на самом деле очень много. Поэтому вот на это надо определять, ну, уделять этому большое внимание. Потом я бы выделила среди вот многочисленных факторов еще момент, связанный с просвещением, с образованием. Да, здесь сделаны уже большие достаточно очень шаги, но очень важно сохранить то, что есть, и дальше развивать, то есть не останавливаться на достигнутом. Да, это вот прежде всего университет Крымский инженерно-педагогический имени Февзия Кубова, это и другие образовательные структуры, да, которые вот направлены на то, чтобы развивать все, что связано с научной деятельностью. Так. Бүгін Қырым татар медениетінің инкишафында біз насыл қиынлықларны раст кетереміз? Ну вот как раз один из самых важных моментов — это вот преодоление таких вот, скажем, противоречий, да? То есть запрос есть, народ хочет развиваться, но в некоторых моментах не хватает ресурсов. Ну, собственно говоря, наверное, первая проблема в нас самих, их решать, конечно, тоже надо. Ну, вот вы обозначили это, сказали, что помимо того, что вот как бы вокруг, да, самим выходить из этой ситуации надо, безусловно. То есть это вот осознание того, что ты принадлежишь к некой общности, и один из самых первых показателей, да, это язык. Ну, стараться как можно больше общаться на крымско-татарском языке, читать, опять же. Ну, в общем-то, на сегодняшний день часто практикуют такой момент, чтобы это становилось модным, чтобы все вот новые какие-то явления использовали тоже вот все, что связано с крымско-татарским языком, вообще в целом с крымско-татарской культурой. Динамика есть, мы сегодня это наблюдаем. Молодежь активно к этому тянется, стремится. Потихонечку получается. Тана ханым, мирасымыз ғайып олмасын деп, біздер үшін нелерні yapmak керек ве бұл қиынлықтардан насыл кечмек? Но самое главное — это начинать вот с себя, да, работать над собой и осознавать тот факт, что на сегодняшний день от каждого из нас зависит судьба культуры нашего народа, вообще жизнь нашего народа. За счет достижений предыдущих поколений народ еще может жить какое-то время, но недолго. Мы этим ресурсом воспользовались, мы его пытаемся сохранить, и наша задача дальше это развивать. Очень важно, чтобы культура была не локализована на уровне быта, да, то есть вот то, что касается традиций, обычаев, связанных с семейным вот циклом. Важно, чтобы эта культура работала и язык на всех уровнях, какие только возможно, чтобы мы
выступали на всех платформах. То есть не важно конкретно, чем вы занимаетесь. Главное, чтобы вы это осуществляли на высоком профессиональном уровне, и достижение каждого — это будет достижение всего народа. Это будет наша общая гордость, все эти достижения. Ну да, трудности на сегодняшний день есть, но я надеюсь, что мы их преодолеем. Ну вот эта локальность, закрытость сегодня Крыма, будем надеяться, что пройдет, и нам главное быть готовым к тому, чтобы показать, да, сообществу всему, что мы собой представляем. А у нас потенциал есть, ресурс есть, таланты есть, очень важно их поддерживать. Витаны Энверна, çok sağ olunuz bizim stüdyamıza gelgeniz için ve cevaplar da için ayrı teşekkürlerini bildiremiz. Sağ olun. Çok sağ olunuz. Sağlı teleseyirciler, yayınımız sonuna geldi. Millet Telekanalından ayrılmanız.